С первых дней войны негрузинское население Сухума и в первую очередь абхазы оказались в большой опасности. С того момента, как враг оккупировал Сухум, судьба любого его жителя зависела от того, что написано у него в паспорте, в графе «Национальность». Двусторонняя комиссия по обмену провела немало работы, но были и те, кому она не успела помочь. Жители города ежеминутно боялись смерти и ждали ее. Оккупанты составили список тех, кого они хотели убить, собрав в одном месте. В сентябре 1993 года абхазская армия двинулась на освобождение Сухума. Это помешало планам врага разделаться с неугодными горожанами. Чудесным образом удалось спасти и более 100 абхазов, которых грузины завели в здание Дома культуры в Очимчире, чтобы расстрелять. Что пережило мирное население Сухума во время войны, все еще не исследовано. Мы даже не знаем точное число убитых гражданских. Сухум, когда шла война. Его и до этого однажды забирали грузины. Он тогда вернулся. Он часто говорил такие слова: «Ну, должен же хоть кто-то увидеть все это своими глазами». Наверное, он считал это неким своим долгом в сложившейся ситуации и не думал о своей смерти. В общем, он вышел из Сухума и вернулся. А потом уже покинуть город стало очень сложно. Никого не выпускали. Боялись шантажа по обмену или еще чего, не могу вам сказать. Его ведь многие знали. Где мы только его не искали, я и жена Джоты Амичпа, Нелли Хашпа. Ее мужа тоже забрали в тот день. Одновременно около 9 мужчин из нашего дома и дома по соседству забрали тогда. Я была дома. Он зашел к соседу Джоти, который только вернулся из города, чтобы обсудить с ним новости. Мне сказал побыть дома. Вскоре я услышала голоса, подбегаю к окну и вижу, как в фильмах про немецких фашистов гвардейцы ведут наших мужчин под дулами автоматов. Это было 9 октября. Я сразу спустилась во двор, чтобы понять, что происходит, но в подъезде тоже стояли гвардейцы, никого не пропускали ни наружу, ни внутрь дома. Потом соседи им говорят: она жена одного из них, пропустите ее. А гвардейцы говорят: знаем мы ваши мусульманские обычаи. Она христианка, не мусульманка, ответили им соседи, как будто вера имела какое-то решающее значение. В общем, выбегаю я во двор, Таиф и Джота уже были в машине. Но по их лицам было видно, что еще не сошел шок. Мы все пребывали в неведении, что с ними дальше будет. Я много раз рассказывала обо всем этом. Кто-то был в домашних тапочках, видела своими глазами. Заглянула к ним в машину, стала спрашивать по-абхазски, что дальше делать, чем можно помочь. Он сказал мне держаться вместе с Нелли и попросил спрятать дневник. Он вел его до этого самого дня. Коротенько записывал события. Потом я быстро поднялась к Нелли и взяла у нее обувь для Джоты. Он был в тапочках, а ее не выпускали. Я больше не встречала такой женщины, как она. Уже умерла бедная. Нелли была необыкновенной женщиной. Впоследствии очень переживала, что обувь, которую она передала для мужа, была ему немного мала.
Вот так их забрали. Там был еще Джопо с кинопроката. Он дал мне домашний номер телефона, чтобы я сообщила его семье о случившемся. Это происходило средь бела дня. Все соседи видели, но люди боялись. Не только абхазы, и сами грузины, жители дома, были в страхе. Когда мы спросили, куда вы их увозите, они сказали, что на обмен. Первую ночь мы кое-как пережили, потом стало совсем неспокойно за судьбу наших мужчин. Стали искать, спрашивать. Он почти не общался с грузинскими милиционерами, с которыми даже был знаком. Он сильно охладел к грузинам еще до начала войны. После их выступлений на митингах и по телевидению понял, что ничего хорошего для нас не хотят. У Нелли было побольше знакомых в их среде еще со времен учебы в Тбилиси. Куда мы с ней только не пошли, кого только не спрашивали, ничего не удалось узнать о мужьях, никто ничего не мог сообщить, как будто они бесследно пропали. И до сегодняшнего дня все так же. У некоторых были зятья грузины, но даже и они не смогли ничего разузнать. Я еще долго оставалась в Сухуме. Каждый день мы пешком ходили в центр города. Вдруг сможем их найти или разведать что-то о судьбе. Как-то я пришла к Лорику Маршан, и он мне сказал такую фразу: «Ваш президент начал с крыши строить дом». Я ответила ему, что не пришла строить политику. Он убеждал, что такие, как мы, должны выступить с осуждением. Больше я к нему не ходила. Стихотворение «Голос не вернувшегося с войны» он написал задолго до войны. Оно не было связано с нашей войной, а писалось в общем о защитнике Родины. К тому же его дядя пропал в Великую Отечественную войну. Наверняка он переживал за его судьбу и вообще думал на тему. Вы же знаете, каким он был человеком, миролюбивым, спокойным, даже траву боялся помять своим шагом, как говорится. Не принимал никакую войну, жестокость, ценил покой, не вступал в политику, но внутри все очень сильно переживал. С трибуны не выступал, не произносил пламенных речей, но сердце его бушевало и сливал все в стихах. Он смотрел телевизор, что говорили грузинские политики, хорошо понимал по-грузински. Я не выдерживала их речь, выключала или выходила, а он говорил. Я их внимательно слушаю, чтобы понять их истинные намерения и быть готовым. Анализировал по-своему, подбадривал меня, мол, не все так плохо, не падай духом. Даже когда уже шла война, он говорил: не бойся, им нас так просто не одолеть. Верил в это. Ситуация была безнадежная, но он не терял надежды. Абхазы были в отчаянии. Их можно было сразу распознать по лицам, изможденным, измученным. Мы много раз собирались выйти из города. Прилетал даже российский вертолет на новый район, вывозил беженцев. Когда я смотрела на них, в голову приходили махаджиры, которые также вынуждены были оставлять свои дома. Было очень тяжело и наблюдать, и находиться в этом. Сердце обливалось кровью. Когда я прибыла в Гудауту, заметила, что люди там думали и воспринимали все иначе, и лица у них были другие. Все-таки в оккупации человек меняется. Постоянный страх изменяет человека. Нет ничего хуже чувства страха. Но несмотря на все это, у него не было боязни. Я до сих пор поражаюсь этому. Это видно и по его дневникам. Никто не знал, что нас ждет. Уже начинался голод, а это страшно. Не все же могут переносить голод. А он даже на эту тему мог удачно пошутить. Он не думал о смерти. Не хочу хвалить его как героя, говорю как есть. Упаднические настроения в нем напрочь отсутствовали. И потом он был гуманистом и не хотел верить, что человек способен на жутчайшие зверства.
Наши телефоны отключили, у абхазов они не работали. Видимо, чтобы мы не разговаривали друг с другом, не передавали новостей. Они так скверно себя вели, особенно когда возвращались с позиции. Я видела их, сытые, откормленные мужики лежали на своих матрасах в самых красивых местах нашего города, положив руки под голову, как будто туристы приехали отдыхать. А сами на танках. Ужасное отношение у них было ко всему. Волка поймаешь, а он продолжает мечтать об овце. Мол, это абхазское руководство во всем виновато, из-за них люди сейчас страдают. Мне как-то даже передали угрозу, чтобы я придержала язык за зубами. Иначе меня убьют, долго не раздумывая. А я была таким человеком, что не могла молчать. Говорила, что думаю. Ты же знаешь, Ира. Однажды меня попытались забрать, но с помощью соседей удалось спастись. После этого стало уже понятно, что надо уходить из города. Пришла весть о том, что племянник погиб. Дочь Алиса написала мне письмо, после которого мое сердце уже не выдержало. Я поехала к родным. Решила, раз не могу его найти, хотя бы побуду с детьми. Никто не ожидал, конечно, что это все будет именно так, как случилось. Ведь не раз были эти столкновения, все это как бы не то, что к этому готов, но каждый раз ты ожидал какой-то провокации. И родители даже, мама даже посмеялась, когда на машине за нами приехали. Мы просто были, естественно, с детьми. Это нас толкнуло тоже уехать. Все-таки как-то дети страшно хотели, переждать. Именно 14-го утром, когда все это началось, в попыхах взяли только то, что было, летние сарафанчики, там босоножки, детские вещи. Я уехала, тетя уехала со своими детьми, я с сыном, было 3 года. Мы уехали в деревню, в Лыхне. Мама с папой остались, остался мой брат, который в тот момент учился в 10 классе. Даже его она не посадила в машину, потому что, конечно, в тот момент, наверное, не понимали, что все-таки настолько все зайдет далеко и страшная трагедия произойдет. Когда уже стали обстреливать город, и снаряд попал в наш дом, и брата ранило осколками, и у папы были ранения, тогда уже, конечно, запереживали, когда уже ситуация на 2-й, на 3-й день уже такое начало происходить, то брата отправили с соседом, мальчиком, с его другом, с трудом переправили на теплоход тогда, который перевозил. И он находился в России. А в дни перемирия, когда в сентябре было, должны были уже и родители перевезти, потому что мы звонили периодически, там спрашивали у соседей, близких. Просто, знаете, странно то, что мама настолько смелая, мужественная, такая, можно сказать, отчаянная женщина. Видимо, все эти бесчинства, все эти беспорядки и эта информация, то есть дезинформация, которая шла у них по телевидению тогда, совсем ее... Мама почему-то очень испугалась, она даже перестала выходить. Папа ее очень просил: давай переночуем у наших соседей. Все-таки соседи там, которые находились, они, конечно, боялись, но пытались нашим помочь. Еще оставалась там тоже семья абхазская. Но 18 числа, 18 сентября 1992 года, примерно в 23 часа ворвались 3 боевиков Госсовета. Что они требовали? У них был предлог один, где спрятали оружие, где находятся боевики, где находятся чеченцы.
Но родители, естественно, ни мама, ни папа никакого оружия не имели. Они просили, молили, но отца били прикладом, резали кухонным ножом. И когда отец услышал автоматную очередь и крик, он решил, что мамы уже больше нет, потому что она была в зале, а папа находился в кухне. Когда он услышал эту очередь и ударом приклада в грудь, он потерял сознание. А в этот момент маму тоже пытали. Она была вся изранена, ноги у нее были проткнуты штык-ножом. И когда уже хотели над ней надругаться, она сумела вырваться из рук и выбежала на балкон. Но соседи с домов напротив рассказывали, что она еще пыталась удержаться и кричала о помощи. Но, видимо, не смогла, и она сорвалась и погибла. Когда папа пришел в себя, уже, конечно, никого не было. Потом, когда пришли уже соседи, сказали, что случилось. Даже тело не выдавали мамина. Она находилась сутки в морге. Маме должно было исполниться через месяц 45 лет. Потом уже, когда стали приходить с прокуратуры, там расспрашивать, что и как, с трудом просто смогли добиться каких-то справок, чтобы могли перевести тело. И тогда привезли туда, в деревню, и папа приехал. Отец был весь избитый, израненный. Просто папа вообще у нас болел, у него с сердцем были проблемы. Мы даже не думали, что он сможет пережить. Мы очень боялись, переживали. Там мы его водили, спрашивали, как это случилось, кто приходил. Очень тяжело, конечно, мы все пережили эту трагедию. Мы как-то все пытались его окружить там вниманием. Он вышел на работу, старался отвлечься, но находиться в той квартире, где он пережил эту страшную трагедию, наверное, все-таки было тяжело видеть. У нас даже до сих пор следы на стене вот этого снаряда. Папа вскоре умер, сердце не выдержало. И мы тоже как-то, знаете, очень редко говорим, потому что мы молча все понимаем эту боль. Мы не должны, конечно, все это забыть. Мы должны помнить и не допустить. Мой сын, конечно, помнит. Ему тогда было 3 года. Он вспоминает, как он приходил, как игрался с бабушкой. Она была очень веселая, жизнерадостная. Потакала всем его прихотям. Конечно, вспоминаем. Девочка у меня уже родилась после войны. У брата мальчик тоже маленький. По рассказам, по фотографиям, конечно, мы говорим, часто ездим на могилу. Я хочу рассказать один эпизод, небольшой, из моей жизни, который произошел со мной в прошлом году. Я пришла по делам в одну организацию за справкой. После войны все эти перипетии, конечно, отразились на моем здоровье. Но эта организация находилась очень далеко. Пришлось мне пойти. Они говорят, паспорт давайте. Наверное, глупо, я не взяла. Молодая девушка сидит, что делать? Она говорит, приходите завтра. И я в ужасе. Опять совершить вот этот вот переход большой. Для меня еще в жару это было летом. И я решила рассказать ей коротко историю своей жизни, воззвать к ее совести.
И вот так я ей рассказала, что я пострадала во время войны, что я сидела. Она меня выслушала, не перебила. Но что она мне сказала потом? А теперь кроме шуток. Да, вот такая была рецензия. А теперь кроме шуток. Вот все это было пересказ, а это ее точные слова. Так что, когда я услышала об этой вашей передаче, молодежь, конечно, должна знать. Как говорят, ничто не забыло, никто не забыл. Нельзя забывать историю. Началось с письма. Попросили меня Венедиктова и Заводская. Это было еще в 89 году. Они посылали телеграмму. Тогда наш Артзимба был депутатом в Москве. Они посылали туда телеграмму, потому что Абхазия была на грани военного столкновения. И они хотели это остановить. У меня умирал отец, 89 год. Случайно их встретив, они мне дали лист и попросили собрать подписи не с грузин и не с абхазцев, а со всех остальных. Русские, евреи, армяне, там кто будут. Но уже, вы знаете, было вот это вот, витала в воздухе ненависть. В воздухе она витала, агрессивность и ненависть. И я это понимала, и я знала, что опасно собирать подписи. И я согласилась. Более того, я пришла домой. У меня отец, это было в июне столкновение, помните первое? Да. Вот. Уже в сентябре у меня отец умер, так что он очень был в плохом состоянии. И отец... В 89 году. Да, в 89. И отец одобрил мое поведение. Вы знаете, вот этот умирающий человек, он одобрил. У меня была машина, которую, конечно, потом грузины украли. Вот. И я на этой машине своей тайно стала разъезжать. Где ходила пешком, где разъезжала на машине. Я должна была за одну ночь собрать подписи. Реакция была разная. В основном те, к которым я приезжала, знакомым, чужим людям я почти не заходила. Иногда заходила, если это было в большом доме, и было такое, что меня и выгоняли. Вот. Я собрала, полный лист собрала. Квартира, из которой меня тоже выгнали, там нашлась женщина, которая рассказала обо мне. И все, это было начало всех проблем, которые потом привели меня в тюрьму. Вот так вот. Очень известные абхазские профессора и грузинские подписали письмо, которое было опубликовано в Советской Абхазии в мою защиту. Потому что началась просто травля. Вот. И как сейчас я помню, приехали ко мне из милиции, да, ведь дом пытались мой поджечь. И тогда нагрянул целый десант. И там был следователь в курсанте, очень толковый. Он сказал, я разберусь. Его сейчас убрали. Все. Им не нужно было разбираться, надо было на меня давить. Но я никогда не забуду следователя Твалтвадзе. Это был чисто породный фашист. Он мне еще говорил, что тебе такого Артзимба сделал? А когда началась война, 14 августа, 5 за мной уже приехали. 5 сентября. Да. Я должна была ехать 5 по плану в Грецию. Отправили меня в тюрьму. Ну как? И вот он тогда при мне, следователю, говорит, засадить. Это происходит 5 сентября 92 года? Да. Да. Кто за вами приехал? Ну, от 89 до 92. Я не буду говорить. Это была травля. Знаете, какая травля? Ой, не дай Бог вспомнить. И записки подбрасывали, и в комнату ко мне. Соседи знали, что у меня мама неподвижная лежит. Поэтому, если они видели, что я уходила, дальше начиналось со стороны задней части двора, залазили в окно, ломали вещи, бросали зажженные бумаги, а потом просто подожгли, и такое тоже было. 5 сентября меня просто приехали, подбросили мне там пули. В общем, забрали меня ночью. Вот дальше мне будет говорить тяжело, и, наверное, мы это все опустим.
кое-что я так скажу, ну, в подробности, когда я вхожу, мне... В чем вас обвиняли, да, в Третьем? В чем? Вы знаете, что вот за эти годы с 89 по 92 меня судили. Собралась куча мингрельцев, грузинов, человек 50. Лена Марганя, свидетельница. По совету Лены Марганя ко мне пришел жить Сергей Аршпа. Вы, наверное, знаете, он в Эдгылера тогда входил. У меня дом, но уже к тому времени, когда началась война, его, естественно, не было. Я даже знаю, что он уже в плен попал, потому что он был в самом начале со своими ребятами, которые у него учились, он же был в военной части. У меня оставались его вещи. Мы же войну не проходили, мы ее не знаем. Это сейчас я знаю. Вот когда в Сирии обвиняют одну сторону, другую. А что вы, какой порядок? Бандитизм самый настоящий. И там нельзя говорить где-то что. Человек получил оружие, рядом никого нет. А что, все такие идеальные, все такие чисто порядочные? Нет, начинается нарушение всех прав человека. Страшная картина. Поэтому просто войны самой надо бояться, потому что все это вот как нашествие дьявола. Война – это страшная сила, страшная, без всяких правил. И вот где бы она ни происходила, все будет одно и то же. Так вот, началась, значит, когда эта война, Сергея уже не было у меня. Где-то месяца 3, как его не было. Но у меня оставались вещи. Это сейчас я бы, конечно, все мгновенно уничтожила. А тогда, ну это же чужое. Более того, я же симпатией относилась к абхазцу. Я постирала его гимнастерку. Я сложила его патрончики. У него была учебная граната, учебная. Она была без запальников. И внешне напоминала бинокль. Но вы знаете что, когда я собирала его вещи, у него что-то было в сумке, но я так чуть-чуть заглянула. Но опять я человек интеллигентный. В чужую сумку же нельзя заглядывать. Почему я заглянула? Когда он придет, не знаю, а он собирался ехать в Торчили, там у него родственники. А вдруг там что-то такое съедобное, и оно может испортиться. Ну, посмотрела, вроде бы ничего нет. Ну, бинокль. А это гранаты. Как только пришли с обыском, они это все нашли. Пришел какой-то следователь, такой трухлявый, дедушка, из другого не нашли. И Саша Берлава. Саша! Боже мой, он сделал открытие. Он сиял от счастья. Сейчас он прославится. Какой он страшный националист. Он открывает и показывает мне 4 склеенных листа. Схема подрыва Ингургеса. Я вижу, что это ксерокопия. Он говорит, вот что абхазцы хотели сделать. Вы знаете, как бы не было плохо, в каком я ни была бы состоянии, я ему говорю, ну это же ксерокопия. Еще неизвестно, кто у кого добыл. Так потом этой ксерокопии дали такой ход, что мне уже потом рассказывали, через какое-то время Шеварднадзе выступал, что нашли диверсанта, который собирался подорвать Ингургес. Ну, интересно знать. Женщина в доме с больной матерью. Ингургес находится на расстоянии там достаточного километража. Как это я могла подорвать? И больше ничего у меня нет. Ну, вот такая вот сенсация. Просто нужна была сенсация. Чтобы меня спасти, прибегали, это уже абхазская сторона, они мне потом все документы, там митинг в мой адрес собирался, потом очень много было обращений. Когда я сидела в тюрьме, дважды ко мне, один раз от Надара Чамба приезжал Красный Крест, еще от кого-то. Там такой был шмон. На меня смотрели все с автоматами, не могу понять. В первый раз, в чем дело? Оказывается, у меня встреча с Красным Крестом. А где вы сидели? В СИЗО. Да, в СИЗО сидела. Вызвали там эту комнатку дежурных, наполнили ее, пришли из Красного Креста, говорят, выйдите. А я закончила английский, худо-бедно говорить могу. Вот, а я с ними по-английски. Я им все говорила, чем занимается.
первый раз пришли ко мне в камеру. И я знала, что меня подслушают, я тоже с ними по-английски. Рассказывала, что я же видела, какой шел грабеж, какое безобразие творилось в эти первые дни оккупации Сухума. Я им все рассказывала. Не знаю, куда дальше пошло, потому что теперь-то я понимаю, там все работают, куда им укажут. В тюрьме издевались надо мной, издевались со страшной силой. Уже после войны я делаю заключение, но это уже спустя годы. А я, оказывается, мужественна. Но я не знала. Но я действительно, вы знаете, я победила клаустрофобию, которая началась где-то на 70-й день со мной. Вот. Я кричала, они заглянули, сказали, сейчас придем и прибьем тебя. И я взяла себя в руки и как-то вот остановилась. Они же, вначале тюрьма была пустая, потому что всех уголовников выпустили воевать. Потом они, уже видно было неудобно, начали сажать. Тех, которые особенно грабили здесь. Но во всяком случае кого-то посадили. И когда у них места не оказалось, меня посадили в карцер. Там, что самое страшное и неудобное, это везде были железные кровати. Но в этой кровати она, значит, была сделана, вот такие вот полосы железные идут. Так вот, в середине кровати одна полоса идет вот так, а вторая полоса вот так. Вы понимаете, вот лечь невозможно. Одна впивается, а другая проваливается. Это была... Я крутилась, мучилась. Сначала вообще у меня ничего не было, потом мне дали какую-то подстилку. Ну, моих собак лучше подстилка, чем то, что мне дали. Демократы называется. Какие там правила? Вот собачьи были и все. Пол был просто пыль. Вот. Значит, нужник и окно, уже дело к ноябрю, и уже прохладно становилось. Окно было разбито. И вот маленькая подушка, мне было холодно, я заткнула этой подушкой дырку. Вот так вот я в таком вот, значит, спать я не могу, впивается, вот сюда перевернусь, проваливаюсь. Вот это вот мучилась я, грязная. Вот так вот в таком состоянии. С едой, с вещами, никто не мог вам прийти, вот не разрешали. И еще себе. было, знаете что, мама, я не хочу этого сейчас вспоминать. Она была одна все это время. Она лежала. Вы знаете, что эта женщина в таком была состоянии, она через год умерла после этого. Она жить без лекарств не могла. Честное слово, я бы перенесла всю тюрьму гораздо спокойнее. Я уже теперь знаю свои силы, то есть какие у меня были. Вот меня больше всего мучило и терзало, что беспомощная, сердечная недостаточность, без лекарств она не может жить, но она не знает, что принимать. И вот она лежала, описанная, на полу, когда меня забрали. Я как вспоминаю, вот когда я к Богу пришла. Ну, кто-нибудь из соседей зашел хоть раз к ним за это время? Заходили, грузины заходили, заодно воровали. Но не помогали, да, совершенно? Ну, что-то сделали, вы знаете, я там так стала молиться, я так стала просить. Вы знаете, когда я вышла из тюрьмы и увидела ее стоящую, нормально, ну, я не могла не поверить в чудо. Меня хотели унизить, ну, вот я сидела так скромно. Но абхазцы молодцы. Они, значит так, Лена знала хорошо Лысенко, сейчас он общественное телевидение возглавляет. Она обратилась... Лена Марганина. Да, она обратилась к нему. Помимо того, что мне кучу бумаг принесли, писали в ООН, там во всякие эти европейские всякие организации, везде рассылали, что вот сидит интеллигентка и так далее. Это было. Все эти бумаги у меня до сих пор сохранились. Но плюс вот Лысенко. Обращение к нему. Он обратился, и была известная телевизионная журналистка Грузии на телевидении. Вот к ней обратился Лысенко. Она обратилась к шеварднадзе. Так мне рассказывали. Ну, да. И ну, что-то сработало.
Но вы не думайте, меня просто так не выпустили. Где-то в конце ноября, уже ночью, вдруг меня вызывают. Ну, вы знаете, у меня уже было... Да, с мамой, если раньше я что-то получала от мамы, какие-то, иногда что-то кто-то организовал, и передачи мне приносили, то потом все прервали. Они поняли, что меня интересует известие о маме, и они решили вот это. И тогда я уже думала так, ну если она умрет, неужели мне не скажут? Поднимаюсь я там на второй этаж, захожу в комнату, мужчин довольно много. И вдруг кто-то из них говорит, а мы приехали, значит, не местные, вам помочь. Так, это было первое человеческое выражение. Потому что до того со мной, со мной просто нормально никто не разговаривал. Или с матом, или с оскорблениями. Ой, боже мой. Это была какая-то комиссия из Тбилиси. Вот. После этого очень скоро назначили суд. Этот меня вызвал начальник тюрьмы и сказал, тебя выпустят, но учти, тебя могут убить. Вот так. Убирайся в свою Грецию. И суд был в скорости. И дали мне 1 год условно. Хочу вспомнить в самом начале, этих, значит, пока еще боевиков не сажали, которые очень сильно грабили, рядом со мной, куда потом меня посадили в карцере, сидели чеченцы. И каждое утро, как над ними издевались, и лупили их, и оскорбляли. Потом куда-то увезли. В общем, 5 сентября меня посадили, 11 декабря меня выпустили. После суда. После суда. Суд провели, потом меня выпустили. Ну, после к вам приходили еще? Вы знаете что? Пришел ко мне Пата Закаришвили. Он меня успокоил, сказал, не волнуйтесь, никуда не ходите, потому что при условном вроде бы мне надо было ходить отмечаться. Он сказал, сидите дома, никуда не ходите. Если вас будут обижать, он что-то сказал, по правам тогда была там осетинка или кто-то. Но она была на грузинской стороне, и мы ее все знали, как очень такую женщину неприятную. Я ему прямо ответила, к ней никогда не пойду. Он сказал, хорошо, вот мой телефон, звоните в Тбилиси. Мне не понадобилось, никто меня не трогал. Он говорит, хотите что-нибудь передать на ту сторону? Да, абхазцы присылали, вы знаете, на мой обмен предлагали чуть ли не 9 грузин. Или 10 грузин в обмен. Ну как я могу уехать? Я спешу домой, там мама у меня. Конечно, это бесперспективно. Вот. И, значит, это самое. И вот в скорости, значит, после того, как я вышла, вот пришел он говорит, хотите, я, говорит, могу передать письмо. Я написала, что я люблю вас. Это хорошо помню, абхазцам пишу. Весь сентябрь был солнечный, ни одного дождя, чистое небо. Но у меня огородик, надо же было как-то кормиться. А поливать вокруг грузин, у нас есть родниковая вода. Меня не пускали к этой воде, я же изгой. Вдруг я слышу дом напротив, и одна грузинка кричит. Нашим объявили ультиматум. Ах, как я ворвалась в дом. Говорю, мама, вот теперь уже точно все. И точно на следующий день это самое, уже вошли абхазцы. Смотрел, как горит этот дом правительства. Вот. Но... А ваши соседи, которые вас к роднику не пускали, куда они потом исчезли? Да. Во-первых, в течение нескольких дней, вот этих дней наступления, наша улица, улица Бараташвили, сейчас Гумская, она была полна людей. Поток. Все бежали. Грузинское население, менгрельское. Соседи, которые меня вот это самое боялись травили. возмездия. Ну, естественно, война. Они прекрасно знали, что их ожидает. Война, они бежали. Ну, Сергей
С Сергеем Несторовичем мы работали вместе. Он был агрономом опытной табачной станции. Я тоже жил в Сухуме, работал там. Мы общались как одна семья. Когда началась война, он вывел свою семью из города, жену и детей, а сам остался. Ситуация была неблагоприятная. Мы так и не смогли выйти. Как-то мы даже решились на побег по тайным тропам. Я, он и еще один парень, Адлейба. Но стало страшно за тех, кто останется после нас. До этого Сергея уже забирали однажды заложником. Задержали на одну ночь, потом отпустили. А пока его не было, полностью обчистили дом. Спросили его: «Ну что там, что тебе сказали?» Он был мрачен. Сказал, что ничего хорошего там нет, что издеваются над абхазами. Когда шло мартовское наступление, он позвал нас к себе на квартиру. Жил на верхнем этаже. Шли ожесточенные бои, стрельба, взрывы. Мы спустились вниз. Сергей, моя супруга и ребенок. Еще было двое мигрелов и женщина-армянка из соседнего подъезда. Она то приходила, то уходила. Только начинало светать, подъехала какая-то машина. Мигрелы знали водителя. Его звали Авто. Он был сван. Тоже жил в одном доме с Сергеем. Потом подъехала другая машина. Я посмотрел в окно. Это был брат Авто. У него на лице был шрам. И прозвище такое же носил — Шрам. Вышел из машины и звал оттуда. Я поднялся наверх, чтобы хорошенько его разглядеть. Увидел, потом спустился обратно. Сообщил всем, кто приехал. Джашвилиани. А с ним еще был Марусидзе. Он был наш сосед. Я узнал его по голосу. Он стал звать Сергея, поднимаясь по лестнице. Постучал в дверь, а потом ушел. Сергей решил выйти. Посчитал правильным по-мужски. Хотя мы его отговаривали. Потом те постреляли внизу, выкрикнули «Каргат» по-грузински и уехали. Мы разошлись по домам. Думали, что Сергея они забрали с собой. Хотя мы не видели это своими глазами. Но на то было похоже. Позвал его Марусидзе. Это точно, потому что его голос невозможно было спутать. Так прошло около часа или двух. Ко мне поднялся мигрел Нияз, который жил в квартире под Сергеем. Говорит, Сергея убили. Его тело лежит за машиной у дома. Он трясся, пока это сообщал. Что делать? И забрать его нельзя было. Как раз приехали гвардейцы и толпились у дома. И соседи сваны с ними. Нияз и сам туда не пошел, а собирался к Бадре на метеостанцию.
Сваны собирали вещи, уходили оттуда. Это случилось утром 16 марта. Мы не могли поднять тело. Сказали соседям-армянам о том, что произошло. Там был старик, грек. Он вместе с еще одним уже пожилым армянином. Мы решили, что со стариками ничего не сделают. Взяли разрешение у авто похоронить Сергея. Он не ответил ни да, ни нет. А наши посланники говорят: зачем он вам тут нужен мертвым? Мы его предадим земле. Подняли его тело, сперва принесли домой, положили как положено. Потом, когда гвардейцы уехали, его похоронили в Мандариннике неподалеку. Несмотря на то, что и сами боялись, что теперь с ними будет. Нет, его убили ножом. Трижды проткнули сердце. Отрезали мизинец. Положили в карман ленту с каким-то писанием, то ли молитвой. Он сам никогда такое не носил при себе. Это точно они положили. Видимо, рассчитывали так снять с себя грех. Мы хотели его вывести из города. Такое можно было осуществить. Ведь и в Гудауте, и в селах Гудаутского района оставались грузины. Пришлое население. Женщины, дети и старики. Были соглашения об обмене беженцами с каждой стороны. Я не мог сказать: вывезите моего брата, больше ни о чем не прошу. Но многие знали о том, что мой брат там. Константин Константинович Азган, к примеру, знал. Очень постарался его вызволить. Но брат говорит: это невозможно. И даже письмом это написал, что нет никакого пути его вызволения. Он дал мне знать о причинах. Во-первых, грузины его удерживали. А во-вторых, еще в самом начале войны он укрывал у себя женщин и детей. 6 человек, потом 8. Потом их число выросло до 17. Все они тайком решили выйти из Сухума по горам. Вышли на Яштуху. Но линия фронта уже была проведена по Гумисте. Шрома была занята оккупантами. И тогда они укрылись в самой Яштухе, в пещерах. Но еды не было. И, в общем, он укрывал всех этих людей у себя в подвалах, в брошенных квартирах, добывал им какую-то еду, кормил. Поэтому он мне сказал, что не может теперь их бросить и выйти из Сухума. Конечно, грузины о нем прознали, следили за ним. Звонили нам, заявляли в ультимативной форме, что мы должны распустить парламент. Председатель Верховного Совета должен сложить полномочия. И, мол, только тогда они выведут армию из Сухума. То есть уже с низов стали работать. Когда официально эти предложения не оказали никакого влияния, они решили продавливать всю ту же идею с помощью заложников. И Сергею предложили, чтобы он уговорил меня выступить с заявлением о распуске парламента и отставке Арзенба. И якобы тогда сохранят ему жизнь. Но, конечно, мне об этой всей подоплеке не написал. Он прислал письмо с кратким и четким содержанием. Меня невозможно спасти. Не трать на это силы. Единственное, о чем прошу,
Не поступи так, чтобы наши родители перевернулись в гробу. Вот так он мне написал. Владислав Григорьевич, царство ему небесное, попросил эту записку, и я ему отдал ее. Он передал ее Марджори Фера. Она тогда находилась в Абхазии. Многое сделала для него. Я собирал продукты в Гудауте, и трижды она понесла по 25 килограмм гуманитарного груза для его людей тайком. Я не знал, что его убили. Каждый раз встречал катер в Гудауте. Он привозил беженцев из Сухума. И я виделся со многими знакомыми. Надеялся, что и моего брата привезет этот катер. Прошло уже около 2 месяцев после мартовского наступления, а я все ходил встречать катер. Об этом узнал Владислав Григорьевич. Он пожалел меня, пригласил к себе. Ему было трудно сообщить мне о гибели брата, но я сам все понял. Он поплакал со мной, а потом сказал ободряющие слова, что Сергея не нужно оплакивать, что он герой, как и ты. Он ведь своими глазами видел его записку. У меня есть бумага, в которой отражен факт его убийства. У нас тогда существовала специальная комиссия в парламенте. Комиссия по делам военнопленных и защите прав граждан населения Республики Абхазия. Такая же комиссия была и у грузин. Нашу комиссию возглавлял Беслан Кабахия. Они осуществляли обмен военнопленными. Здесь описаны все подробности. Детали по делу Сергея. Его дважды держали под арестом на проспекте Мира, в военном комиссариате. Там в подвале его содержали. Он находился вместе с Таифом Аджиба. Об этом тоже мало кто знает, что их одновременно держали там. Он мне сообщал об этом, но после никто не знает, куда увели Таифа. Дважды его вызволяли из тюрьмы, но и дома за ним постоянно шла слежка. Он не смог бы убежать, к тому же содержал беженцев, женщин и детей. Не так давно мне из прокуратуры принесли его паспорт. Во время ремонта в здании работники случайно нашли этот паспорт. Когда уже после войны мы приехали в Сухум, увидели в его доме женщин, стариков. Они рассказали, как все случилось. Он 2 дня лежал убитый на улице. К телу не разрешали подходить. Ночью 3-го дня русские женщины окутали его тело в простыни и похоронили в мандариновом участке. Мы перезахоронили его в родовом кладбище в селе Губ. Во время церемонии мой старший брат сказал такие слова. Я очень глубоко задумался над ними. Мы не будем его оплакивать. Мы единственные абхазы по фамилии Домения. Все остальные мигрелы. В нашем селе нет ни одной семьи, в которой не погибли бы мужчины. Если бы все остались целы, мы бы чувствовали вину перед всеми остальными. Нас было 4 братьев, и один из нас погиб.
Ну и что же? Эти слова врезались в мою память. Старшего брата уже нет с нами. Он, конечно, был прав. Выбрали Шеварднадзе председателем Госсовета Грузии. И в ту же ночь они стали ходить со списком, кто где живет. Знали всех поименно. И тут они идут. Впереди ведут одного абхаза и спрашивают: «А где живет Федя?» Я это услышал и встал. Забрали меня. Идем между конвоем. Это было 11 сентября. Посадили нас в машину, везут в сторону Сухума. 3 нас было, их тоже 3. Между собой они общались на сванском языке. Один говорит: «Моего брата убили, теперь мы и вас убьем». «Ну, убивайте», — говорим мы. В первой машине держали меня и Шоту Таня под дулом автомата. В другой машине был его сын, Вахо Таня. Его тоже сопровождали вооруженные до зубов бандиты. Повезли меня в Багмаран. Вот так 5 раз приезжали за мной. На 6-й меня забрали вместе с соседом Резу Бутба. Мы как раз сидели вместе. Это было 24 декабря, лежал снег. Посадили нас в машину, едем в сторону Ачимчиры. Проехали Кадор, Адюбжу. Потом свернули в Уарчу. Подъехали к самому берегу моря. И тут нам приказывают выйти. Выходим. Там стоит огромное здание. Нас завели туда и заперли в одну из комнат. И говорят: «Не переживайте, мы вас выпустим». Было очень холодно. Мы сидим, ждем. Тут раздаются громкие голоса. Различаем, что прибывшие хотят увидеть задержанных абхазов. Кто-то открыл дверь, а было уже темно, света нет. Посветил мне в лицо фонариком и спросил фамилию. Я назвал. Товарищ мой тоже. Стал нас допрашивать, где мы прячем оружие и все такое. А сам нас по именам называет. Я удивился. Потом, когда различил его лицо и узнал, это был Ахтар Лабженидзе, один из активистов Гамсахурдия, размахивавших флагами. Стоит сейчас с гульрипским начальником. На следующий день после допроса нас подняли наверх. Там сидел начальник штаба Мираб Карашвили. Я тайком прочитал его фамилию на бумаге. И еще 7 вооруженных здоровых бандитов с дремучей бородой. Начальник штаба был с грузинской эмблемой креста на груди. Грозился: «Покажу вам, мусульманам». Когда меня вели, я успел украдкой сказать Резу Бутба, что надо потерпеть только начало пыток. Потом уже станет легче. А он ответил: «Ты что, думаешь, я боюсь смерти или боли? Нет, только бы посмотреть в глаза дочке. Она в Пакуаще. 2 месяца ее не видел. А потом будь что будет. Пусть хоть расстреляют на месте». К нам относились как к половой тряпке. Если ее уважают, то и нас также уважали. Вскоре его привели тоже. Нас завели в каморку, около 2 квадратных метров. Это была касса в приемной директора.
Это было в здании дома отдыха Тольятти. Там уже сидел какой-то мужчина. Ночью прибавилось еще 3 пленных. Левар Сакация из Адзюбжи. Ему было 72 года. Инвалид 2-й группы. Участник Великой Отечественной войны. Благородный, честный мужчина. Потом был молодой парнишка, Кварчия Владик, 17 лет, под 2 метра ростом, худенький. Куртка на нем была уже вся разорвана, пока его вели. Он был в сапогах. И Садби Кация, который лежал больной в постели, его тоже привели. Его жена Марина Зантария просила нас не выдавать ее фамилию. Могли взять в заложники и потребовать выдать ее братьев взамен на ее жизнь. Тоже сидела с нами. Всего 7 человек нас стало. Туда-сюда нас водили. 45 дней вот так держали, без света, почти без еды. Приносили едва хватавшего на одного, где нас было 7 человек. Воды совсем чуть-чуть. Мы умирали от жажды, даже говорить не было сил. Рот высыхал. Просили только о воде. После 20 дней нам стали приносить воду и еды побольше, с ванной и мигрелой. Один из заключенных с нами был русским. Он был из Кындыга. Жил в семье Лаквитава. Его тоже поймал и привел Ахтар Лабженидзе. Один из стражников был армянин по прозвищу Али Баба. Низкого роста с черной повязкой на голове. Он был не местный, наемник, скорее всего. Нам не позволялось смотреть в их лица, чтобы потом мы не смогли их узнать. Мы говорили, опустив голову. Этот Али Баба был у них палачом. Он выводил ребят и избивал их лентой. Они приходили изувеченные, со следами ленты на теле. Я хочу рассказать о Владике. Он погиб бедный. Но пусть хоть история о нем сохранится. Его забрал тот, кто учился с ним в одной школе в Уарче, одноклассник его. Привели его уже за полночь. Как привели? Волокли за ноги. Мы видели это со 2-го этажа. Постучали нам со словами: «Открывайте, заберите его». Он был без сознания. Живого места на теле не было, весь в песке. Мы его подняли, положили. Я еще был тогда с часами, прятал их. Так вот, 13 часов этот юноша не приходил в себя. Мы все стояли вокруг него. Кровь шла из его рта, он трясся. Мы зовем его по имени: «Владик, Владик». Он не слышал. Был как будто уже в агонии, глаза закатившиеся. И вот спустя 13 часов он постепенно стал приходить в чувство. Стонал, все тело болело, куда ни тронь.
Он что-то шептал. Леварса склонился к нему, но не смог разобрать слов. Потом позвал меня. Я наклонился к парню, и он еле-еле выговаривает: «Федя, меня изрубили как мясо, но я им ничего не сказал». Мы не выдержали и стали плакать. Бедный мальчик, за что его так? Почему не пожалели? Он постепенно приходил в себя, и когда уже мог что-то раздельно говорить, мы попросили его рассказать, что они делали. Оказывается, его посадили на электрический стул, железный, чтобы провести по нему ток. И показывают список мужчин-абхазов из Адзюбжи. Мол, назови, где каждый из них. В этом списке был и его родной старший брат. Он в то время уже погиб в Атаре. Но Владик не знал об этом. И вот, когда уже поднесли ток к его руке, зашел какой-то сван и спрашивает: не сын ли он такого-то? Владик услышал имя своего отца и подтвердил, что является его сыном. Тогда сван отговорил своих убивать парня, потому что был знаком с его отцом. 45 дней мы все там сидели. Русского, который был с нами, вывели и расстреляли в Кындыге. Перед этим заставив вырыть себе могилу. Владика забрали тогда свидетелем. Он похоронил убитого. Потом пришли к нам и сказали, что всех нас ждет та же участь. Наша невестка, узнав, что меня держат в плену, смогла обратиться к матери президента. Сообщила ей, что держит группу абхазов, и через комиссию Беслана Кабахия нас удалось освободить. Они приезжали несколько раз с Джоном Смыр по нашему делу. Парень Кварчия погиб во время взятия Баглана. Он встал впереди группы, сказал, что хорошо знает места. Погиб от вражеского выстрела. И брат погиб раньше, и он следом. Армяне из Гулюрипша пытались защититься, когда начались грабежи в селах. Но абхазов они защитить побоялись. Не стали укрывать, если говорить по правде. Я жил в Верхней Яштухе на протяжении 62 лет. Там уже они организовали себе штаб. Танки поднялись по улице Чанба. Оккупировали Верхнюю Яштуху, Шрому. Я подъезжал на машине, но меня не пропустили. Я вышел из машины, сказал, что меня вызывает главный. Начальником штаба сделали недавнего переселенца Гарбелидзе Валерика. Прихожу. Он говорит: мы тебя никуда не отпустим. Сиди у себя дома. В случае чего, твоя жизнь в наших руках. Попытаешься убежать — убьем. Мои дети были на работе. Сын находился в Ачимчире. 1,5 месяца я пробыл в Сухуме. Когда начался обмен, я отправил детей. Меня самого не отдавали, начальник штаба и его охрана. Но я был спокоен за себя. Пусть бы и убили,
Главное, дети в безопасности. Горбелидзе переселился в Абхазию за 3-4 года до этого. Охранники его тоже были местные грузины. Мой дом уже обчистили, пока я дошел. Дома был мой брат, ветеран Великой Отечественной войны. Было ему тогда 82 года. И сестра была, лежачая, больная. От центральной улицы, на которой мы жили, до их штаба было 3 километра. Брату говорили: давай с нами, поднимемся выше. Но он не пошел. Куда я пойду с больной сестрой? Убьют и убьют, что делать? Так сказал. Его забрали на машине в Очимчиру. Ему там сказали: ты такой видный, высокий, наверное, ты не абхаз. А он отвечает: абхаз я, и живу на своей родине. Потом он еще сказал им, что защищал их отцов от Гитлера, что в нем 7 пуль, и если бы не такие, как он, им бы не довелось родиться на свет, так что у них нет права его трогать. Видимо, были там еще нормальные люди. Привезли его обратно домой. Продолжил ухаживать за больной сестрой. Наши ребята изредка приходили во время вылазок, виделись. У брата было до 36 голов скота. Они приходили и забирали по одной скотине. А что он скажет? Ничего не говорил. Уже после войны один наш племянник Юникидзе рассказывал мне, как все произошло. Один мигрел из Ганахлебы имел погон. Собирал урожай, кукурузу, фасоль и отвозил домой. А по дороге встретит свинью или теленка, зарежет и тоже везет с собой. И наши снайперы его заметили, убили. 3 дня его никто не видел. Потом, когда уже тело стало издавать смрад, его нашли. Сын его был на позициях в Ткорчале. Ему передали рацию и сообщили, что отец убит, хоронят. Когда сын пришел, встал над телом отца и поклялся, что завтра принесет головы 3 абхазов. На следующий день поймал 3. Один из них был мой брат, пожилой человек. Ударил его в грудь прикладом автомата, а потом отрезал голову топором, насадил на палку. Отрезал руки и ноги и вместе с туловищем бросил в кухню. Облили бензином и заперли дверь. Сестра моя лежала в соседней комнате. Соседка по фамилии Адлиба, тоже уже за 70, увидела, что творится, стала причитать. Ее тоже заперли. Облили бензином, закрыли окна и поднесли огонь. Их сожгли заживо. Мой брат был рослым. Мы нашли останки его бедер в Амацурте. Соседи ночью пришли, собрали останки в деревянный гроб и пепел от останков женщин. Похоронили. После войны я много ходил. Дошел до райкома, до самого моря. Вдруг вода принесла бы останки, но ничего не нашел. Тот, кто мне все рассказал, Юникидзе,
Жена его была Адлиба. У них было 8 детей. Воспитали их в Атаре. Ни один не встал на сторону абхазов. Все приняли грузинскую сторону. Так вот, он мне в таких подробностях все рассказал, значит, видел своими глазами. Я его встретил после войны у горсовета, когда шел с работы. Мне до этого сказали, что он может быть осведомлен. Я посадил его в парке и обо всем расспросил. Сам он не взял в руки оружие, но был за грузин. Ходил между нами и ими. Его родной брат жил рядом с моим убитым братом. После войны им не разрешили остаться в домах. Радуйтесь, что остались живы, и убирайтесь. Я работал в Совмине, в одном комитете. Когда началась война, мы сразу выбежали, поспешили по домам. Видим, часть соседей собирается и уходит. Но была суматоха, никто не давал приказа уходить или оставаться. В нашем подъезде оставались Котик Ацнария, я и Тамара Шакрыл. В соседнем подъезде остался Лагула Амиша. Ох, как его мучили. Ну что оставалось делать? Наступил их режим. Нас привели к берегу реки, но мы были без оружия. Я и Котик. Когда двинулись танки, пришлось вернуться домой. Не могли выйти из Сухума. Нас везде могли поймать. И тогда уже все пропало. Никто бы о тебе уже ничего не узнал. Напротив нашего двора был обкомовский дом. Там жил Гена Каландия, писатель. Он много раз нас спасал в трудный час, не позволял нас убить. Однажды нас поймали вместе с братом Нелли Тарба. Один из гвардейцев был грек. Он был даже кровожаднее грузин. Наверное, хотел выслужиться. Он зверствовал вообще. У товарища кое-что было в карманах. Сумели откупиться. Грека знали соседи. Сам он был маякским. Из Сухума. Зверствовал, угрожал. Как-то стоим мы с Котиком, голодные, еды не было. Мы сидели в подвалах. Иногда выходили на улицу. И тут нас окликает кто-то на абхазском. Мы подходим, спрашивают, где живет Шалодия. На чистом абхазском говорят. Здесь живет, говорим. Это были, оказывается, сваны из Лыхны. Хорошо знали абхазки, зубы мели на писателя Шалодию Аджинжал. Поднялись за ним. Уже вели его. До 3-го этажа дошли, когда мы привели и упросили писателя Каландия. И он им преградил путь, спас его. В том же доме жил Баджгур Сагария. Его жена знала, что мы голодаем. Позвала меня, покормила тем, что было. И пока я там сидел, к ним постучались. Слышим грузинскую речь. А я учился во времена грузинских школ, 49-й год.
и понимал все. Ответил им по-грузински, решил, что от нас отстанут. Но это не помогло. Стук стал настойчивее. Они знали все квартиры абхазов. Меня вывели. Стоит весь в обмундировании гвардеец. Говорит: «Дом цепочка». Жена Баджгура не поняла его, бедная. Говорит, что у нее нет золотой цепочки. А он, оказывается, имел в виду, что дом оцеплен, бежать некуда. Мы вас всех убьем. Ведут меня. Спускаемся, и когда уже дошли до первого этажа, я рысью кинулся в сторону подвалов. Подъезды сообщались между собой. А там была стенка. Я хорошо знал все места. Вслед мне пустили автоматную очередь. Но стенка преградила пули, и я остался жив. Я много раз так от них убегал. Был скор. Но вот стою в подъезде Шалоди, а подняться никуда нельзя. Грузины и так не примут. Наших подвергать опасности не хотел. Смотрю, началось мародерство. Гаражи бьют, забирают машины, дома грабят. Уносят что только могут, вплоть до шляп. Грузины, соседи, все видят, но молча следят за происходящим. Я тихонечко подошел и сел к ним. Кто теперь меня вспомнит на другом конце дома? Тут один из гвардейцев подходит к ним и говорит: «Что вы тут сидите? Это же вы жаловались, что абхазы житья не дают. Почему не воюете?» Отругал их. Я тоже сижу, слушаю. Забрали мою машину. Машину Анатолия Зухба. И моего брата машину тоже. Он был директором пещеры. У него была новая машина. Его обстреливали. Чудом жив остался, но машину потерял. Зять мой, Ражден Кархала, снял покрышки. Думал так сберечь. Его выволокли с 8-го этажа вместе с колесами, с техпаспортом. Избили прямо у машины. Заставили прикрутить колеса. Какие только мародерства они не устраивали. Каждый вечер приходили. Мы жили в страхе, что на этот раз с нами сделают. Уносили даже белье постельное, что лежало глаженное в шкафах. Это то, что мы видели своими глазами. А что происходило во дворе, можно было только догадываться. Нас ведь держали в зале. Подходили к любому гаражу и забирали понравившуюся машину. Вещи вытаскивали и бросали из окон. Мою дубленку. Я это потом понял, когда увидел пустые шкафы. А ведь вначале решил, что попались нормальные. Когда уже стало невмоготу там оставаться, пошли в район маяка, к брату Котика Ацнария. Там мы пробыли всего одну ночь. Люди сообщили о том, что нас собираются там убить. Увезли нас на машине каких-то мигрелов, поймали в ту же ночь. Мучили. У всех был один вопрос: кто мы и что делаем на этой земле. Я отвечал: я абхаз. Абхазия наша родина. По истории знаю, что грузины тут недавно, после установления автономии. Нам не давали это все договаривать, могли запросто убить. Джано Джанлидзе, которого столько раз мы кормили, и козленка резали в Тхине. Он там в одно время обучал танцам. И что выступал как ошпаренный, мол, я с братом собирал деньги на оружие для абхазов.
Выпытывая правду, он так сильно схватил меня за горло в тот раз, что я до сих пор вспоминаю его руки-тиски, когда нервничаю, да так, что и говорить не могу. Прятали меня в разных местах, то у Тани Пабба. Выйти из города не мог. Они все видели, убили бы. Они даже выкрикивали на абхазском: «Ты абхаз?», чтобы узнать, кто обернется. Владимира Ацнария чудом удалось спасти от смерти. Они собирались его убить. Его вывели с помощью русских. Их часть стояла там. Комиссия не могла помочь тоже. Я простой человек, кто бы обо мне вспомнил. Так и оставался. Потом Маршания создал комитет спасения и посылал грузин, чтобы уговорили нас в него вступить. Но я не вступил. Какое спасение, когда они на нас... Какое спасение, когда они нас лупили каждый день? Я не пошел и даже не знаю, кто и что там делал. Абхазы были в этом комитете. Не хочу сейчас называть фамилии. Все известные, живут и здравствуют. Я вышел все-таки из города. Были знакомые грузины. Меня привели к капитану. Приказали не высовываться. Называли меня Волба. Когда это было, дату точно не помню. В тот день Рица горела. Я смотрел на нее. Когда войска Госсовета зашли в Сухум, все грузины переменились в одночасье. Только писатель Каландия нам помогал. Как-то раз я возвращался от Чичиква Дума с буханкой хлеба. Он жил по Чамба. Так вот, меня досматривали, думали, что бомбу несу. Да, я и там какое-то время переждал вместе с Акакием Джопуа, его племянником. Нас повез его сосед Дато. Но недолго мы там были. Грузины, соседи Чичиква, донесли своим, что он прячет у себя чеченцев. Нас окружили. Целая орава вооруженных бандитов на 3-4 машинах. Слава богу, Дато не дал нас забрать. Сказал, это я их привез, все нормально. В ту же ночь я ушел оттуда. Я смотрел фильмы, читал книги. Но немец такое не вытворял. Они расстреливали собак. Так у соседа нашего, Хакибея Сангулия, по улице Чачба, его сын потерял ногу. Когда мы зашли, увидели тушу его огромной застреленной собаки, его самого. Зверство и мародерство грузин невозможно описать словами. Как они относились к людям, нельзя передать. Это надо было видеть. Какая мать их родила, какой отец воспитал, я не знаю. Как все расскажешь? Мы через такое прошли, что и вспоминать не хочется.